Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Савадилаш. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня у нас очередной стрим. 18 часов по Берлину, 20 часов по городу Джохару. Сегодня 27 марта 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. На канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Так, сейчас, секунду. Одну секунду. Наладим здесь все. Итак, сегодняшний стрим, друзья, называется «ФСБ разгоняет чеченскую тему в Германии. Что происходит?» Об этом и многом другом давайте поговорим. Стрим у нас, как я уже сказал, на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Итак, давайте вам немножечко новостей. Сразу хочу начать с этой новости. Тут, распространяется упорная информация, что произошла драка между чеченцем и афганцем, где-то в Хайме, где-то в общежитии на территории лагеря. Обычная потасовка произошла. Двое подрались. 1 на 1 подрались, и после этого афганцы, которые посчитали, чеченец, сообщается, победил, и из-за этого несколько афганцев пришли и сломали коляску ребенку. Там сыр-бор весь был из-за того, что тот афганец что-то сказал женщине с ребенком, и из-за этого возникла вот такая потасовка. И вроде бы, обычный рядовой случай, который масса может случиться, ничего никто не убит, никакой поножовщины. Но есть провокаторы, они их не закрывают почему-то. Facebook, например, стоит вам шаг вправо, шаг влево сделать, сразу же вас банят, гасят и так далее. А вот эти российские пропагандисты на американском Facebook спокойно работают, уже в YouTube они работают, и начинают дальше распространять вот эту всю информацию. Я хочу сказать, что это первый признак того, что сейчас они раскачивают ситуацию. Какие-то видео забрасываются, потом, раскручивается, потом какие-то там аудиоразговоры, где-то кто-то взял по WhatsApp что-то отправил, и вот это голосовое потом раскидывается, там в личной беседе кто-то что-то сказал или объяснил, какая там была ситуация, и вот это все раскручивается. Но можно было бы не обращать на этот рядовой случай внимания, в принципе, особо ничего такого там не произошло, но из-за того, что они раскручивают, это действует ФСБ и ГРУ, это фашистская Россия действует однозначно, потому что других они на своих каналах, меня у них на канале, когда я к чему-то призываю, прошу, вы никогда не увидите. А вот кого они приглашают, кого помещают, знаете, значит, это их люди. Это не буду рекламировать этот канал, но я полагаю, это ГРУшный какой-нибудь канал военный. Здесь они пытаются всячески накрутить вот эту тему, раскручивают. Это было неоднократно нападение, якобы нападение там на курдов. С курдами были конфликты, которые разгонялись, и, к сожалению, некоторые приняли в этом участие. Но это было сделано искусственно. Опять же, хочу обратить внимание, нас уже 30, мы здесь, чеченцы, в Европе, в разных странах, во всех странах Европы, в огромном количестве живем. Живем очень хорошо, живем спокойно, нас никто не обижает. И за все это время мы ни разу даже камень не кинули в окно российского посольства.
Дело в том, что мы, чеченцы, соблюдаем закон страны, которая нас приняла. Ни одного преступления, в каком бы чеченцы особо выделялись бы, кражи, угоны, наркотики, там еще чего-то, ничего этого никогда не было ни в России, ни здесь, в Европе. А вот с курдами, с афганцами какие-то у нас драки происходят. И вот у тебя возникает вопрос, а почему геноцид совершила Россия, и мы даже не плюнули в их в окно? Единственное, нужно признать, одно преступление чеченцы все-таки совершают, это сбор черемши. Это чеченский деликатес, дикий чеснок, черемша. И мы очень любим эту черемшу, и мы не можем ее не есть по весне, там, в конце зимы, когда она начинает прорастать. И чеченцы вот начали охоту за черемшой, и там ловят, и штрафуют, и так далее. Это есть. Это все, чем занимаются чеченцы. Вот в чем они отличились здесь. За все 20, за четверть века, больше, за 30 лет, то, что мы здесь находимся. И в связи с этим нужно понимать, и в первую очередь я обращаюсь к чеченцам, вы понимаете, поймите, нас снова попробуют куда-нибудь втянуть, где-то использовать, раз начинают наше имя снова муссировать. Здесь в огромном количестве в Европе находятся КГБшные, ГРУшные агенты, стукачи, мерзавцы и подонки. И, к большому сожалению, их никто отсюда не выдворяет. Выдворяют только те, кто не умеет защищать свои права, не умеет правильно там нанять адвоката и так далее. Поэтому мы это все должны знать, друзья. Очень хорошо должны знать. И быть начеку. А также предупреждаю немецкие власти, чтобы вы понимали, что сейчас снова начинается, вот, поймали они какой-то случай, рядовой случай, какая-то потасовка. И вот из-за этого вот начинают снова. Слава богу, ничего не получается. Эти случаи были неоднократно. Были, помните, в Австрию собирались, там чья-то жена ушла к кому-то, что по подозрениям он оказался евреем. Теперь все евреи, весь Израиль, все в мире евреи виноваты в том, что какая-то жена ушла, какого-то блогера ушла к кому-то там, и начали все собираться. Много было этих случаев. Постоянно я держу руку на пульсе, постоянно предупреждаю, постоянно сбиваю эту волну. Но не всегда получается, особенно когда какие-нибудь ужасные, страшные вещи происходят. Там, например, попытка нападения якобы на израильское посольство. Двое человек, которые этого 18-летнего пацана подбили на это, они скрылись в направлении России. Ну, тогда вот антисемитский вот такой накал такой был очень мощный. С чем мы усиленно тогда боролись. Ну и, конечно, вот такие случаи бывают. Но я попрошу всех наших людей, будьте начеку, смотрите за своими детьми, будьте осторожными. И о молодежи я бы сказал бы, что дурдагаш, короче, просто так ждать шунар. Хорен интяю шуна, дикар душун, шун хорен интя, шун нохчи и целария диеш душун. Или что войнохчи берди нашу, бердеш душун цер. Модох, бюролх, чайгвант и уж. Цум дейлач, о, лердал диешун. Канхулик тхули лети, доли, цахуль. Уашца дюрш, не рылца дурш. Полиция вой заявление луа. Шайна адвокат, визи, правозащитник, визи, хархилла, сум киет язда диз, али ашсу язичан, худухилла гал. Киета язир душун. Просто ой цана юкма уздайт, харса люрхан юар, архан дик хадуш дуяр люрхан юлш. Но иштуквай нохчи хилар. Халдат, Кавказ ичкере дал савен, шавега Машуа. Привет, Ашот. Салам, дорогой. Так, Георг, приветствую. Ваха, приветствую. Шамилю алейксалам. Привет, привет, привет. Нохч махкер. Маш воль, дейлер салам маршал воль. Иштум душон. Вот такие вот дела, друзья. И давайте перейдем еще к новостям. Война, как известно, в Украине набрала такой специфический характер. Украинцы сдерживают террористов, фашистов, которые пришли на землю. И, слава богу, у них все хорошо получается. Бьют фашню,
бьют по нефтеперерабатывающим заводам, по энергетике фашистской России. И очень успешно бьют. Слава Украине. И дай Бог, чтобы как можно больше побили по этим нефтеперерабатывающим заводам, чтобы у России не было возможности и продавать эту нефть, и, соответственно, заправлять танки и так далее. Конечно же, страдает простое население. Конечно же, сопереживаю простым людям, в первую очередь чеченскому народу, который оказался не по своей воле в этой фашистской России, в их кровавых когтях оказались. И чеченцы самый незащищенный народ в этой фашистской России. Сейчас на сегодняшний день, ну, заложник фактически, находится в тяжелом положении, отключается интернет, отключается WhatsApp, там, ну, короче говоря, со всех сторон сейчас и информационно давят, чтобы люди не получали объективную информацию. Ну, ситуация вот такая вот. И всех чеченцев я призываю не сидеть сложа руки, не сидеть. Нету фашистской. Ее пытаются спасти. Нетаньяху и Трамп всячески пытаются ее спасти, ввергнув весь мир в хаос и ужас. Война, скорее всего, она так и будет там развиваться в Иране. Уже американцам отступать уже некуда. И, ну, короче говоря, может быть очень все серьезно. Есть маленькая надежда, что все-таки сейчас что-то произойдет, какое-то чудо. Ну, вот такое же чудо в начале войны в Украине мы ждали. Вот завтра, через неделю, через месяц и так далее. Вот сейчас договорятся, вот сейчас остановятся. Ну, как мы видим, никто не останавливается. Мне кажется, такая же ситуация будет вокруг Ирана. Никто не будет останавливаться. Потихонечку будут сейчас втягивать туда войска. К сожалению, первые войска, которые туда войдут, могут очень сильно пострадать. Но это еще только поставить точку, усугубит этот конфликт. И это может быть затянуться даже на 20 лет. И мы приблизительно придем к тому, о чем говорил Джохар Дудаев, что эта война, она разрастется, и потом до 50 лет все это будет длиться. И сейчас уже с тех пор прошло уже, сколько можно сказать, 32 года. Ну, где он в 96-м сказал, 30 лет, грубо говоря, прошло. Еще 20 лет, как он говорил, в 95-м, 96-м он об этом говорил. До невероятных размеров, говорил Джохар Дудаев, все это разрастется. И вот мы видим, разрастается. И по-другому вот эту фашню остановить, скорее всего, не получится. Нам, чеченцам, нужно быть очень осторожным не только здесь, в Европе. Да, нужно всем помогать, не сидеть без дела, заниматься информационно. Самое главное, чеченцы, мы должны заниматься информационной борьбой. Фашистская Россия дышит на ладан. И сейчас мы должны свою позицию говорить, мы должны прямо говорить, что нас волнует, что нас беспокоит, куда мы идем. И также тех, кто находится во временно оккупированной Ичкерии. Сейчас нас готовят к исламистским вот этим разным терактам. Фашистская Россия так много боролась якобы с исламистами, хотя она сама и есть самый главный фашист и исламист. И вот благодаря вот этой своей деятельности фашистская Россия очень много кадров наковала, которые умеют вербовать и так далее. Именно поэтому они здесь нас в Европе хотят представить какими-то врагами мусульман, там, богохульниками, там, чтобы нас не слушали, чтобы дома нас не слышали. И мы плоть от вас, ночи, вашу деш душун, шуцить душун, массуану цаакуз хадахкарду, цаакить делум, да, шун твашу дол ночи душун, хираду, отскаш как чудоволц, да. Цундейла, нужно быть очень осторожным, и сейчас нам будут рассказывать, что армяне враги, азербайджанцы враги, там американцы, евреи враги, мы должны нападать. Мы никому ничего не должны, мы должны только самим себе. Весь мир помогал фашистской России, аплодируя и торгуя с ней, уничтожать нас. Абсолютно бесстыдно до сих пор себя ведут, абсолютно аморально. Все
Надо запомнить. И Турция, чтобы потом не было. Там Турция нам друг, там никакой не друг, ни Турция, ни кто-либо. Нас Европа приняла, немного Турция приняла. Вот все, что нам была оказана помощь. Слава Богу и на этом. Огромная благодарность за это. Но никому мы ничего не должны, никакие там поднимать там какие-то там, ну, будут сейчас нагнетать. Нагнетают уже давно, мы должны это понимать и не поддаваться. Особенно касается нашей молодежи, которую они обманывают. Которые обманывают. Знаете, весь мир себя ведет, как будто кроме него вокруг никого нету. Абсолютно наплевать. Геноцид, там, убийства, войны и так далее. Типа мне нужно. И даже, знаете, не народы это ведут, а правительство. Правительство. Им плевать, им у власти оказаться, у денег заработать. Вот все, что их интересует. Плевали они на людей, на любую национальность и на любую религию, в том числе и на свою. Потому что у них нет национальностей. Понимаете, это провокаторы я не знаю, садисты, наверное, которые получают от этого удовольствие, начиная войны. Поэтому нужно это все понимать, друзья. Будьте осторожны, будьте аккуратны во всем. Не дайте нас никуда втянуть, ни в коем случае. Сейчас все, кто аплодировал России, теперь расхлебывают то, что сделал, то, что они аплодировали. Не народы. К сожалению, страдают народы. Вот жалко вот правительство, вот эти все, кто аплодировали тогда, либо они сейчас уже на пенсии, или умерли уже со старости. Но расплачиваются народы. Простые, молодые люди, которые посылают на эту войну. К большому сожалению. Большому сожалению. Поэтому вайсем хельдис, кич хельдис, хана мехти кардалца дис. Так. Да, Нохчи. А ты не знаешь, у тебя ник Ваха. Ты не знаешь, что Нохчи это Нохчи. Ваха это чеченское имя. Живи, значит. Асан цахата досвек да луш. Хотейпан хайну. Сотейпан нашхоух. Музар юртар. Мазар хоух со. Нашхлам тир. Баквол нашхоух со. Нан эқи юса. Денана. Денана. Тумсуаюса, если я не ошибаюсь. Ненана эхиюса. Саури дейса хутя ца нохчивуца. Гуа сунруш. Она ца уяли на дайритна ца хельмег сунруш дацлю. Ой, не прямо будешь варты бехна. И что да. Так. Дику муслима шойло. Дал бухастам дикусо. Так. Хузаха, Нохчмакар, не пишите, откуда вы. Я фашистской России объявлен террористом, каратистом, кем они меня только, иноагентом, экстремистом. И поэтому, когда вы здесь пишете, я же поэтому предупреждаю. Ну, если, конечно, вы не сотрудники и не на работе, конечно. На русню, если вы не работаете, тогда вам безопасно, конечно. Тогда по долгу службы вы обязаны делать, да. Дала биркам гуэлк, да, ямарт мелолчун, оман зимелгечун, дал ямарт. Так не пишите, не пишите, откуда вы, кто вы, это небезопасно для вас. Потом вас будут пособничеством еще обвинять. Что думаете про Ближний Восток? Будет ли это что-то или это все отвлечение от Эпштейнских дел? Точнее, кто в этом замешан? Ну, я вчера об этом очень подробно говорил. Я считаю, что эта война может очень надолго растянуться, большому сожалению. Большому сожалению. Я не знаю, для чего она начата. Вернее, у меня есть предположение, она начата для хаоса, не для победы. Для победы так США войны не начинают. Полностью уничтожив репутацию США перед вступлением в эту войну. Представить США таким монстром, плохим, эпштейнзовским и всем остальным. И потом воевать, ну, короче говоря, очень плохо. Так.
Слава Україні, героям слава та смерть ворогам. Амінь, амінь, героям слава, Фрій Філімонов. Старсклайд, я такой ты такой, знаешь, сдалека заходящий провокатор, ты я тебе скажу. Ты где ты видел, чтобы чеченцы поддерживали Иран? Я что-то не видел. Мне ни один мой знакомый, родственник, друг, там кто-то еще не сказал, что он поддерживает Иран. Просто от слова совсем. Да, палестинцев поддерживали, сектор Газа арабы поддерживали, потому что Израиль намного сильнее, жестко наказывал, очень жестко бил, и они сунниты. И как бы им программу заложили, что вот нужно заступаться, говорить. Вот это я видел. Про Иран я ни от кого не слышал. Просто ни от одного слова я не слышал. Понимаешь? Ни от одного человека. Ну, кроме, конечно, россиян, которые служат России. А то, что ты где-то там в интернете троллятина сидит, вот ко мне каждый раз заходят сюда и целые там строчат и строчат. С чего ты напраслину возводишь? Зачем ты ложь возводишь на чеченцев? Чеченцы не поддерживают. Я этого не знаю, я этого не чувствую, не вижу. Зачем ты возводишь ложь? М? Провокатор. А то, что кто-то свое мнение высказывает по тому или иному поводу, это не твое дело. Понимаешь? Ты думай о своих, кем ты там являешься. Я не знаю, вы так и не представляетесь. Ты о своих думай, о себе думай. Нас не трогай, хорошо? И вообще тебе нечего здесь на моем канале делать. Поэтому я тебя забаню. Потому что твоя провокация меня уже немножко достала. И еще один у вас там был, его тоже скоро забаню. Которые вдвоем заскочили ко мне и начали тут мне что-то писать. Так, еще одного забаню. Вот так, чтобы не было. А то заходят это, то, все, чеченцы, что у вас на чеченцах свет клином сошелся, что ли? Идите своими делами занимайтесь. Делайте свои дела, нас не трогайте. Так, смотрите, есть у нас такой здесь в Европе премьер-министр Орбан Виктор, который всячески, ну вот смотрите, что происходит. Началась война против Ирана. И эта война сейчас очень много ресурсов потребует, уже требует. Одновременно с этим Виктор Орбан и другие пособники фашистского и российского режима начинают, якобы заботясь о венграх, о венгерском народе и так далее. Ну, может, хотят вместе с Путиным ураганить здесь, в Европе, вместе творить. Сейчас возникают проблемы с кредитом для Украины. Оружие сейчас уже тоже большие перебои начнутся в Украине, если эта война затянется в Иране. А она, по всей видимости, затягивается. И сейчас ситуация в корне поменялась. Уже месяц как, почти месяц как поменялась. Да, уже месяц получается. 28-го начали, вот 28 дней, да, она сейчас идет, эта война. Поэтому, большая проблема возникла с этим. Большая проблема. Слава богу, фашистской России это мало поможет, потому что весь мир увидел истинное лицо вот этой фашни. Но у нее есть пособники у этой фашни в лице Орбана и других чуть более влиятельных. Но ничего страшного. Главное, мы теперь знаем, кто есть кто. Псы фашистского режима. Да. Но Украине надо держаться. Другого выхода нет. И было бы правильно, если бы Украина с первых дней, когда и было и финансирование, и помощь, и когда Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия, то есть осенью, в октябре 2022 года,
Вот тогда нужно было не симулякры в виде Ахмеда Закаева, которые сами своими руками настаивали, подписывали, что Ичкерия – это часть России, а настоящий наш президиум пригласить, ратифицировать. Президентом Зеленский взял и промолчал, не подписал никакие документы по этому поводу. И Украина, вопреки всему, вот вопреки предательствам, вопреки измене, вопреки просто подлости, которая творится, выстаивает. И сейчас мы там, чеченцы, все должны были. Мы бы организовали бы свою армию там. Видите, сколько времени уже туда Закаева пригласили всех вот, и никто не собрался, не приехали чеченцы туда со всего мира. А знаете, сколько нас здесь готовых к любым действиям, если мы видим, что нас поддерживают, признают, и что нас завтра же не сдадут фашистской России, как это делалось до сих пор. Ну вот не сделали. Это только один из эпизодов. А какая поддержка была бы со стороны и моральная, и физическая, и военная, всяческая была бы. И вот сейчас вот загоняют Украину дальше, дальше, дальше. Уже не знают, как ее победить. Со всех сторон обкладывают ее, как шакалы. Вот со всех сторон пытаются ее задушить, как гиены. Беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область, пишут телеграм-каналы, что целью атак были порты Усть-Луга и Приморска. Вернемся немножко в Украине. Минобороны России отчиталась о 85 сбитых украинских беспилотников в ночь на 27 марта над 8 регионами, аннексированных Крымом и акваторией Черного моря. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 36 дронов. Украинские телеграм-каналы Киберборошна и Экселинова Плюс утверждают, что ночью было совершено повторное одновременное поражение нефтеналивных портов Усть-Луга и Приморск. Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что на объектах зафиксированы мощные пожары. Украинская армия на днях уже атаковала эти два порта. Удары подтвердили в Генштабе ВСУ. Атака в ночь на 27 ноября в Киеве пока не комментировали. Слава Украине! Ну вот, Украина бьется как лев бьется Украина. И вот еще новость от министра обороны Писториуса, министра обороны Германии. Борис Писториус призвал администрацию США не сворачивать военную помощь Киеву в связи с продолжающейся войной против Ирана. Мой призыв к США остается прежним. Не упускать из вида, что Украина и вопрос о том, кто победит в этой войне и чем она закончится, тоже играют центральную роль для интересов безопасности США и Европы, заявил он в ходе визита в Австралию. Глава Минобороны подчеркнул, что международные партнеры поставляют Украине вооружение в ее оборонительной борьбе против агрессора, который пытается захватить украинскую территорию. Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио предупредили, что отсутствие европейской поддержки в войне против Ирана будет иметь последствия для поставок оружия Украине. Пентагон изучает возможность переброски американского оружия, закупленного европейцами для Украины, на Ближний Восток, поскольку война с Ираном истощает запасы боеприпасов, писала газета «Вашингтон-Пост». Писториус заявил в Австралии, что узнал об этом только из СМИ и не получал официального подтверждения из США. Вот о чем мы говорили и опасались. Вот к этому нас подводят фактически. Сейчас, да, Писториус абсолютно прав. Это полный удар по репутации США, если Украина потерпит поражение. Ну и, конечно же, физическая, прямая военная угроза для Европы это становится автоматически. И в связи с этим мы должны осознать, что когда война усугубится и когда американцы будут нести потери в Иране, если будет наземная операция, которую, скорее всего, нам не избежать, то тогда уже будет, не до репутации, что там Украина выстоит или не выстоит. Будут все бросать на войну на Ближнем Востоке, на помощь. И Украина фактически останется одна. Но Европа должна понимать, что если Украина
падет, то Европа, ну, следующая, она уже сейчас подвергается диверсиям, терактам и так далее. Очень-очень турбулентное время. Мы сейчас вошли уже, находимся там. К большому сожалению, именно так, когда США нанесли 11 сентября, удары по США были нанесены, когда террористы на самолетах протаранили башни-близнецы, потом в Пентагон якобы попали, еще куда-то, там еще какой-то дом сам собой развалился. Но очень странное было, террористический акт. Не знаю, почему американцы это терпят, почему у них, как это возможно вообще, как это так возможно. Уже 20 лет, 25 лет с тех пор прошло. И до сих пор американцы. Но это полное, знаете, разочарование в своем государстве, если вас так уничтожают, и потом это не расследуется. Но потом, когда началась война, и США, которые тоже репутационно должны были как бы поддерживать демократическую, европейскую Чеченскую республику Ичкерия, ну, сделали вид, что ну, не, у нас важнее дела там в Афганистане, там где-то в Ираке и так далее. И все, забыли просто. Другой вопрос. И вот сейчас вот мы видим такую же картину. Пока такого крупного террористического акта еще не сделали, хотя пробовали неоднократно нападение на еврейскую общину в Австралии, там на празднование религиозного праздника. Потом в Нью-Йорке 7 марта было покушение, попытка подорвать там людей. Ну, как всячески пытаются вот эту всю войну перевести в межцивилизационную, межрелигиозную войну. И, к сожалению, они еще не оставили своих попыток. И именно поэтому я считаю, что Джо Кент ушел со своего поста главы национального контртеррористического, по-моему, называется, комитета или организации, которую он возглавлял, это учреждение. Вот такая вот ситуация складывается. Но, к большому сожалению, мы только погружаемся. Но предупрежден, вооружен, как говорится, и нас так просто не взять его. Кстати говоря, по нападениям на еврейские общины здесь, и в Германии, в Европе в частности, сейчас выявили след, куда все это ведет. Оказывается, координировал нападения на разные еврейские там синагоги, там поджоги и так далее. Общины, там несколько уже было таких эпизодов, слава богу, пока без жертв, дай бог, чтобы их не было. Но человек, как вы думаете, кто оказался? Мусульманином оказался, о котором так много некоторые евреи сейчас, но мусульмане, там, враги там пишут и распространяют. Нет, сербом оказался. И оказался он в России, о чем мы говорим. Ну, какие-то российские, русскоговорящие евреи в упор не видят, что за этим стоит Россия. В упор. После 7 октября они этого не видят. Сейчас этого они не видят. Вот они увидели мусульмане, все, дальше не видят. Даже если, может, в этих случаях не было никакого мусульманина, но даже если какой-то террористический акт совершает какой-то человек, он объявляется мусульманином, все, дальше никто не смотрит. Если это не мусульманин, то это сумасшедший. Если с ножами напали, какой теракт там взяли, в Норвегии там кого-то, здесь где-то кого-то там убили, подстрелили. Нет, это сумасшедшие. Это сумасшедшие. А вот если это мусульманин, то и дальше никто не смотрит. Так вот, любого человека, практически любого человека, неподготовленного, можно так обработать, что его послать на самоубийственную какую-то акцию. Они в интернете выискивают. Послушайте Эгона Челакяна. У меня есть видео на YouTube-канале, это видео есть. В TikTok у меня есть вырезка, как русские спецслужбы, точнее, русская православная церковь, подготавливает людей для того, чтобы они расстреливали детей в школе. Понимаете? Берется школа, район, берется вот эта школа, и начинается полностью вот этот район, и эта школа, и этот город обрабатываться информационно. Журналистские вбросы происходят. Очень интересный, очень подробно Эгон Челакян, американский журналист, эксперт, я не знаю кто он, но он очень большой фильм сделал и очень сильно разоблачает все это дело. И потом, они берут, конечно же,
психически неуравновешенного, легко внушаемого человека, такого наивного, доверчивого человека. И вот ведется работа от года до 3 лет им требуется, чтобы в этом определенном районе, в этой определенной школе человек начал, мальчик, убивать своих одноклассников. Понимаете? Доводят человека, выискивают. И потом подводят его к тому, что он начинает убивать людей. Это уже известно, задокументировано воздействие на психику, управление личностью. Это делается. На это задействуется, там может быть даже 1000 человек, чтобы вот запустить этот механизм. Понимаете? Информационно они накачивают человека. И вот происходят вот эти акции, ужасные акции. Поэтому нужно понимать, что это может быть сделано в любом месте, любым человеком. Но если мы увидим за ним мусульманина, то не нужно кричать, что это делают мусульмане. Нет, как сейчас выясняется, исламский экстремизм или исламизм, он оказывается не только у мусульман бывает. Он бывает и у христиан, и у иудеев. И это очень страшное дело, я вам скажу. Правда, почему-то нам про это не говорят, а только про мусульман говорят. Поэтому мы должны отбросить вот эти специальные рамки, в которые нас вгоняют, и чтобы мы делили друг друга, там, иудеи, христианин, мусульманин, давайте это. Но это бред собачий, понимаете? 30 лет моей жизни, я помню, это сколько уже, 26, почти 30 лет моей жизни, я помню, какое зло мусульмане, как про ислам они говорят, какое-то ужасно все. А теперь уже не скрываясь, там какой-то Аргамагеддон ждут, какую-то там войну тысячелетнюю начинают, там еще что-то делают. И потом ты думаешь, блин, а что это было-то вообще? Раньше говорили про радикальных исламистов, про каких-то. Причем нас, чеченцев, борящихся за свободу, примыкали вот к вот этому международному какому-то терроризму, чтобы нас уничтожать. И сейчас у тебя вот картина складывается, и она очень такая печальная, скажем так, вырисовывается. А теперь, оказывается, все мусульмане виноваты, понимаете? Не какой-то радикал, не какой-то там сумасшедший или завербованный, или там воздействие на кого оказано. А оказывается, все мусульмане виноваты. Ну что это, как не фашизм самый настоящий? Самый настоящий фашизм, понимаете? И мы должны избегать этого фашизма. Но нас туда ведут. И в конце концов, если там долго человека называть свиньей, он начинает хрюкать. Если это долго говорить, он начинает привыкать и говорит, да, все мусульмане такие сики будут говорить. Но это очень опасно. Понимаете, это очень опасно. Так, алло, нет, не экономика Челакян, а Эгон Челакян. Эгон Челакян его зовут. Вот эти вещи мы должны очень хорошо разбираться, потому что когда мы втянемся это, пройдет, я просто как человек, который всю свою сознательную жизнь занимаюсь этим и нахожусь в этом состоянии, как чеченец, я вам скажу, что мы придем к какому-то времени, через год, через 2, через 3, что мы уже забудем, как это все начиналось. И мы реально будем думать, что какая-то священная война, что какие-то божественные знаки, там птички прилетели, сороки там вместе, там, или вороны там летают. Еще, ну, это бред собачий, вот все это вырывается и зомбирует людей. И потом через какое-то время мы приходим к тому, что половина людей реально имеют уже психические расстройства, как это было после бостонского теракта, который совершила фашистская Россия при помощи своих коллег. И потом после этого, получается, люди, до того 3 человека, к большому сожалению, 3 человека погибло, но это был не самый большой террористический акт, который так раскрутили, так подняли его до уровня национальной трагедии в США, что у людей в США начали происходить просто психические припадки, понимаете? Это можно довести людей до такого состояния, что вот сейчас взорвется, вот сейчас что-то будет. А это сделала ФСБ, понимаете, со своими пособниками. Вот как это все было. Так, давайте почитаем ваши комментарии.
Политрук пишет мне, Политрук, обратите внимание, с ником, Гибнюк ко мне зашел, пишет: договоришься ты, приедет до тебя ФБР. Ну, для меня может то и ФБР приехать, кто угодно приехать. Главное, что ваша фашистская русня до меня не добралась, понимаешь? А я отвечу и перед ФБР, и перед БНД, и перед немецкой полицией. Не волнуйся за меня. Ельцин, любитель демократии, начал войну в Чечне, говорит. Нет, войну начал не Ельцин, а войну начала террористическая банда ФСБ для того, чтобы разграбить Россию и отвлечь внимание. Ну и, конечно же, кормить русских великодержавным шовинизмом, фашизмом, который сидит во многих русских, имперскость это. Вот ее подкармливали, ведь не будут же они, то что будут дербанить советское наследие, делиться с этим русским народом. Понимаете, русский народ, он недостоин получать больше, они так считают. Ему лучше дать там 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов, чтобы он на войну пошел, чтобы для него это были баснословные деньги. А если 100 тысяч долларов или 200 тысяч долларов для русских, так 200 тысяч долларов для русских были бы не фантастическими деньгами, обычными, то никто бы сейчас в Украине не воевал бы, понимаете? Наемники за деньги, которые идут воевать. Вот такая вот ситуация. Поэтому войну против Чеченской республики Ичкерия начал русский империализм, который подпитывала ФСБ. Террористическая банда всех времен и народов. Террористическая банда ФСБ, которая является абсолютным беспримесным злом, которое уничтожает и никак не может до конца истребить, извести чеченский народ с этой земли. И слава богу, у нее не получается и не получится никогда. Сама скоро сдохнет. Ну и, конечно же, очень хорошо, что за все эти преступления их мучает совесть, которой у них практически нет, но есть Бог, и на том свете им придется ответить. А если получится, и на этом свете обязательно будет суд над этими террористами. Поэтому вот такая вот ситуация. Ельцин там и так далее. Да, Путин является ФСБшником, но Путин тоже всего лишь марионетка у этой системы КГБ СССР. Путин взорвал, как известно, вместе с Патрушевым свои дома в 1999 году. Сперва они вместе с Степашиным начали провокацию против граждан России из Дагестана. Разрешили им якобы из-за того, что религиозная свобода, разнообразие, там, толерантность религиозная со стороны КГБ, ФСБ, Степашина, который и первую войну начинал против нас, и вторую войну, такой матерый такой преступник по кличке Щека, который начинал эту войну, и потом они начали уничтожать своих же граждан России и Дагестана, и они попросили у нас помощи. И Шамиль Басаев пошел на помощь. Но нужно отметить, что до того, как Шамиль туда пошел, уже фашистская Россия пересекла нашу территорию, напала на наш пограничный пост, убила пограничников, заезжали, грабили на границе живущих людей, на БТРах фашисты заезжали, грабили женщин, золото снимали, там, грабили кошары, вывозили там, кто там пас баранов, там, угоняли стадо. Ну, короче, как обычно, как всегда русня у нас себя вела, так она и себя вела в начале. И когда начали убивать людей в даргинских селах Чабан-Махи и Карамахи на территории России, Шамиль Басаев, рядовой человек, как сегодня это украинцы, как чеченцы, которые сейчас воюют в Украине, добровольно поехал туда, пробил коридор и спас этих женщин и детей, и мужчин, которые находились в этих населенных пунктах. И ушел оттуда. Как они планировали, оставляли коридор, там, иди до Махачкалы там, и так далее. Нужно было представить миру, что грозный и опасный Шамиль Басаев напал на великую атомную державу, короче говоря, в кавычках, конечно же. Но, увы и ах, на Западе это не поддержали. Слава Богу, у нас на Западе есть люди, кто нас понимает, кто на стороне справедливости, на стороне закона. И тогда не поддержали, в том числе в США, что это все-таки
как казус белли, нападение, повод к войне, что вот это спасательная операция Шамиля Басаева, которую русские сами нарушили. Договор уже в июле они зашли, или в июне они уже зашли, и только через месяц Шамиль Басаев в августе пошел освобождать дагестанских женщин и детей. И вот в этой ситуации русские террористы из ФСБ взорвали свои дома. Первый дом взорвали в Буйнакске, чтобы связать это с Басаевым. Второй дом взорвали в Москве, 2 дома в Москве взорвали, на Каширке и на Гурьянова. И третий дом взорвали это в Москве, чтобы максимально привлечь внимание к этой ситуации. Затем взорвали дом в Волгодонске. В Волгодонске в 16 километрах от места взрыва находится атомная электростанция ростовская, которая находится ближе всего к Европе. Таким образом, это такое основание и козыри своей агентуре здесь в Европе, чтобы они начали паниковать. Смотрите, чеченские террористы нападают, там взрывают, скоро атомную электростанцию взорвут, а русские бедолаги, бедные, их там все щимят, бедных обижают и так далее. И потом уже для того, чтобы подготовить военных, своих вот этих головорезов, военными их с трудом можно назвать, там ни чести, ни совести, ничего у них уже не осталось, взорвали дом, пытались взорвать дом в Рязани. И в этот момент уважаемый Алексей Картофельников, житель дома по улице, возвращался домой вечером и увидел, как двое заносят мешки. 2 мужчин и 1 женщина. 2 мужчин спускались, 3 мешка занесли. Он позвонил в полицию, приехала полиция, всем это известно. Достали мешки, выяснилось, что там гексоген. Задержали 2 мужчин и женщину. И потом выяснилось, что эти террористы оказались совсем не чеченцами и даже не мусульманами. Оказались сотрудниками ФСБ, которые звонили в Москву на конспиративную квартиру и являлись сотрудниками ФСБ. После этого исполнитель, заказчик, организатор и все остальное в лице Николай Патрушев, на тот момент директор террористической банды у ФСБ, вышел и сказал, это были учения. Там был сахар, понимаете? Не было никакой взрывчатки, был сахар. Это мы проверяли бдительность граждан. 4 дома уже взорвали, 307 человек погибло, там тысячи в шоке, раненые и так далее. А вот оказывается, решил Николай Платоныч немножко побаловаться, проверить бдительность, так сказать, россиян. Да? Ну и россияне, как обычно, как положено, холопам засунули голову в песок. И те, кто живут в этой Рязани, Рязанские это военное училище, для этого делалось в Рязани, чтобы мотивировать это самое большое скопление военных учреждений, военных там частей и так далее в Рязани. И вот эти офицеры, которые оттуда должны, они были, так сказать, в ярости, в порыве топить чеченский народ в крови. Но, к сожалению, для ФСБ были задержаны ФСБшники. Но это русских вояк, а точнее никаких не офицеров и не вояк, а абсолютно аморальных, просто абсолютно бесхребетных просто существ, пошли топить чеченский народ в крови. Вместо того, чтобы пойти на Кремль, на ФСБ, на Лубянку, они пошли топить чеченский. Потому что на Кремль опасно, там могут пинка дать, и грабить-то особо нечего. А у чеченцы зажиточные, ну и, конечно же, душу отвести, великую, большую, широкую русскую душу, убивая женщин, детей, протыкая детей чеченских, наслаждаясь этим, понимаете? Вот к чему это пришло. Поэтому давайте мы не будем рассказывать, кто есть кто, да? А то вы не в лучшем свете будете выглядеть, да? Дальше давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Слава Украине, с уважением из Узбекистана. Героям слава, Алишер. Респект, Узбекистан. Кто ты, воин, меня спрашивают. Я король России, царь русских я. Устраивает? Я царь России, буду царем. Они не могут без царя.
Я буду теперь царь их. Ассаламу алейкум всему кавказскому народу. Ва алейкум салам, Алмаз Исаев. Ва алейкум салам. Украина 25 марта расхерачил нефтегазовый завод на России. Абсолютно верно. Путин уже у бизнесменов России выпрашивает деньги на войну. Ну, Алмаз, немножко не соглашусь, выпрашивать там не точное слово. Ставить на счетчик, скажем так. Все плохо и просто не раздевать. Не свои же деньги Путин будет тратить. Он что, грабил Россию, взрывал ее, топил, уничтожал, унижал, да, на колени поставил фактически. Поэтому я думаю, русские заслужили хорошего царя. Я буду справедливый царь для русских. Русские никогда не жили так хорошо, как будут жить при мне. Да. Но поэтому он их поставил на счетчик. Он просто сейчас будет доить весь этот бизнес и так далее. Ну и правильно, пусть доит, да. Потому что они, в принципе, одного поля ягоды. Ва алейкум салам. Так, часто вещает. Так. 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 Ну и тоже важно сообщить о том, что говорит Германия по этому поводу, по войне в Иране. Президент Германии назвал войну против Ирана катастрофической политической ошибкой. Это действительно предотвратимая и ненужная война. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 24 марта 2026 года и aa.com называется. Ресурс. Берлин. Атаки США и Израиля на Иран являются катастрофической политической ошибкой и представляют собой предотвратимую и ненужную войну. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Штайнмайер выступил на мероприятии, посвященном 75-й годовщине восстановления мира Германии после Второй мировой войны. Эта война катастрофическая политическая ошибка, и именно это вызывает у меня наибольшее возмущение. Если ее цель остановить Иран на пути к созданию ядерного оружия, то это действительно предотвратимая и ненужная война, ответил он, комментируя удары США по Ирану. Война противоречит международному праву. Штайнмайер подчеркнул, что придание внешней политике более прагматичного и эффективного характера не означает отказа от международного права. Не называя нарушение международного права нарушением, мы не сделаем нашу внешнюю политику более убедительной. С этим мы уже сталкивались во время войны в Газе и вынуждены сталкиваться сейчас в случае войны с Ираном. По моему мнению, эта война противоречит международному праву, заявил он. Президент Германии также напомнил о значении ядерного соглашения с Ираном 2015 года, отметив, что на церемонии его подписания тогдашний госсекретарь США говорил о предотвращении войны. По его словам, президент Дональд Трамп во время своего первого срока вышел из соглашения, а в ходе второго ведет войну. Штайнмайер заявил, что международное право и основанный на нем порядок остаются источниками легитимности. По его словам, если Европейский Союз примет логику силы, он рискует разрушиться изнутри. Он также выразил обеспокоенность тем, что сегодня в международной политике растет значение военной силы, тогда как дипломатия и ссылки на международное право нередко воспринимаются как слабость. Говоря о конфликте в Украине, Штайнмайер заявил, что действия России грубо нарушили основу европейской архитектуры безопасности. По его словам, Европа должна выстраивать свою безопасность не вместе с Россией, а против России. Господи, благослови Германию, скажу я от себя. Штайнмайер отметил, ну и, конечно же, Штайнмайера, нашего президента. Штайнмайер отметил, что наряду с разрывом отношений с Россией аналогичный процесс наблюдается и в трансатлантических связях. Как и в случае с Россией, я не верю в возвращение к ситуации до 24 февраля 2022 года. Так и в трансатлантических отношениях,
к периоду до 20 января 2025 года, сказал он, указал на глубокую утрату доверия к политике США как сверхдержавы. Просто взял за ноги 20 января 2025 года, это вступление Дональда Трампа на должность президента. Просто пришел такой рыжий чувак, взял за ноги со всей силы, сперва уничтожил то, что сделал Америка, Байден до него, поставили Путина на колени, поднял, отряхнул, привез его на Аляску, а потом начал войну, перед тем взяв авторитет, уважение, репутацию США, со всей силы стукнул об стену и потом начал войну. Вот что сделал сегодня Дональд Трамп. По его словам, будущие администрации США уже не смогут легко выполнять роль дружественного гегемона и гаранта либерального международного права. Абсолютно прав. Президент Германии также подчеркнул необходимость снижения зависимости от США, в том числе в технологической сфере, отметив, что это связано не только с внешнеполитическим влиянием, но и с возможностями воздействия на внутреннюю политику через цифровые платформы. Он добавил, что Германия должна проводить прагматическую политику в отношении США, сосредотачиваясь на ключевых интересах, несмотря на различия мировоззрения. Штайнмайер отметил, что в условиях изменения глобального баланса сил необходимо развивать сотрудничество с различными регионами мира. В этой связи он упомянул свои визиты в страны Юго-Восточной Азии, государства Персидского залива, Турцию, а также Кению, Южную Африку, Чили и Бразилию. По его словам, эти страны также стремятся к укреплению отношений с Германией, диверсификации партнерства и снижению зависимости от отдельных центров силы. Президент подчеркнул, что мир не должен сводиться к конкуренции США и Китая и отметил, что заинтересованность партнеров в более справедливом международном порядке. Вот такие вот интересные события. Так, Украина расхерачит, так, это было, откуда так, приехать, так, ты за кого вообще? Я за справедливость, за справедливость. А так я за чеченский народ. Его Величество, господин чеченский народ. Вот за него я. Но царь России. Чеченцам я не могу быть царем. У нас никогда не было. Чеченцы не позволят быть у себя царем. А вам я нужен. Понимаешь? Самый справедливый царь у вас будет. Так что давай, голосуй за меня. Выбирай меня, Дэн. Ты за кого-то? Мне кажется, странным вопрос задавать чеченцу за кого. Чеченец всегда за справедливость. В первую очередь. Понимаешь? Ну и за самый многострадальный народ на этой земле, чеченский народ. Президент Германии сделал правильную аналитику. Да, Аснабек, совершенно верно, очень правильно он говорит. К сожалению, это большая катастрофа, которую они ввергли США и Израиль. К большому сожалению, там вокруг всех, в этом окружении окажется самым крайним израильский, еврейский народ. К большому сожалению. Такс. Так, Зеленский сейчас в странах Персидского залива, вот сейчас новая информация.
Сейчас я вам дам прослушать, тоже очень важно. Странам Персидского залива очень нужна помощь в защите от иранских дронов. Большой опыт в этом вопросе есть только у Украины. Вот так сегодня принял Владимир Зеленский в Саудовской Аравии, где уже работают украинские специалисты. Конечно, Украине нужна эта поддержка, нужны деньги, нужна абсолютно 100% поддержка со всех сторон. Только у меня возникает вопрос, а что делать украинцам? Я как бы ничего не осуждаю конкретно, просто задаю вопрос. Что делать украинцам? На них 1000 дронов пролетает каждый день. Эти специалисты, может, понадобились бы в Украине тоже. А Саудовская Аравия помогала Украине? Где она помогала? В чем она помогала? Как они помогали? Или, может, другие страны помогали? Да, нужны технологии, нужно, может, что-то извлечь из этого для Украины. Нужны деньги, я понимаю все, но нужно учитывать и свою ситуацию. Каждый день мы видим, как в дома попадают дроны, шахеды там разные всякие, которые фашня руснявая запускает. Это нужно очень разбирать. Ну, давайте послушаем, что они говорят. Я сам не слушал, только вижу вот сейчас видео. Ну, здесь не говорят, я буду поэтому читать. Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами в Саудовской Аравии. Украинцы уже больше недели работают в Саудовской Аравии над усилением ПВО. Об'єднана група прибула в країну 13 березня. Це фахівці домену ППО за різними напрямками. І друга складова – це практична складова, тактична група зі складу Служби безпеки України. Основним завданням якої було напрацювання. Подчеркнул уникальность опыта Украины Зеленский в борьбе против иранских шахедов и ракет. Странам Ближнего Востока находится в общей сложности 228 украинских экспертов. Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом. Украина и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве. И возможно, почему возможно? Стоп. Что это значит? Также обсудили о сотрудничестве в сфере обороны. А также обсудили ситуацию на топливных рынках, на топливной ситуации и возможно энергетическое сотрудничество. Что это значит? Возможное. Это как это так? Возможно. 100% нужна и нефть, и деньги нужны Украине. Пусть дают. И не надо вообще с ними церемониться. Да? Где они были, когда Украина уже 12 лет сражается? Когда этот наследный принц десна с Путиным целовался? Где были они все эти арабы? Где они были? Не надо с ними вообще церемониться. Да? Ну и хорошая новость, чтобы особо не расстраивать вас плохими новостями, потому что я обычно только вам хорошие сообщаю. Полиция Словакии начала расследование против премьер-министра Роберта Фицо по подозрению в государственной измене. Поводом стало его решение прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине. Ну, Господи, благослови словацкую полицию, скажем так. И давно пора вот этих всех вычистить. Я не понимаю, они здесь сейчас и так под корягу заползли, их особо здесь не видно. Но нужно вычищать всю эту сволоту просто фашистскую, профашистскую сволоту просто. Тоже они нашли повод. Да, к сожалению, зло на земле есть.
Зеленский поехал, чтобы продавать дроны саудитам и наладить бизнес через ВПК Украины. На этом он сможет заработать. Но если Украина на этом заработает, тогда хорошо. А вот если он сам, он и так, мне кажется, хорошо уже заработал. Там все его окружение уже в коррупции просто вот по макушку. Но вообще, конечно, это была ошибка избрать его на пост президента во время войны. Абсолютно неправильный выбор. Но, к сожалению, что есть, то есть. Поэтому мы не будем особо его это. Но, конечно же, Украине нужен был другой президент во время войны. Не коррупционер, как минимум. Как минимум. И точно не комик. Как ни крути, говорит Носов Дмитрий, он зашел, пишет, я на него внимания не обращаю. И вот он пишет, как ни крути, говорит, все одно и то же. Значит, постоянно смотрит, раз одно и то же. Говорит. И тебе просто нравится вещать на массу. Я тогда вспомнил, знаешь, российских пропагандистов ублюдочных, которые, когда наши раз в месяц или раз в неделю какое-то видео выкладывали, где они о чем-то говорят или что-то проводят туда-сюда, и вот эти разные Сладковые, Батковые, ну это все ублюдина просто, на которые печать ставить негде, да? И они сидят. Чеченские террористы любят позировать на камеру. Им очень нравится это на камеру. Значит, мне нужно замолчать, мне нужно, чтобы я не говорил ничего. И тогда они не позируют. 24/7 просто Соловьевы, Маловьевы, вся вот эта шушера просто сидит там, рассказывает. И нам нужно замолчать, и нам нужно ничего не говорить. Информационно нас нет. За нас будет говорить Соловьевы, Скобеевы и там все остальные, называть нас террористами и так далее. И вот мне нравится, ему не нравится. Вот одно и то же вещаю. Говорит, ну, придется терпеть. Придется терпеть. Алейксалам, нохчмахко, машуэло. Машуэль. Так. Эта война на Ближнем Востоке будет долго и на десятилетия. Афганистан покажется цветочками. Эльдар Мамалевич, если я правильно прочитал ваш ник. К большому сожалению, Эльдор, мне кажется, вы очень близки к истине, Имам Алиевич. Я, к большому сожалению, вот нас втянули в эту войну. И самое главное, что меня больше всего беспокоит в этой ситуации, что мой народ, который находится в заложнике, они готовят его как инструмент, как торпед готовят. Давно они к этому шли. Мы раскусили их план, предупредили уже всех, говорим об этом. Но все равно народ в заложниках. И это для нас, для чеченского народа, может очень болезненно вылиться в это все. Мы, конечно, поэтому должны вещать, говорить, несмотря на то, что вот эти все КГБшники, которые к нам сюда заходят, разные провокаторы, что им не нравится, но мы должны вещать, предупреждать. Никакой сакральности у этой войны нет. Вы видите, как это все начинается. Вы видите, что Иран является просто, режим Ирана является самым настоящим, просто диктаторским, фашистским режимом, который существует. И сейчас нам пытаются Америку представить. Американцы не такие. Чеченцы, еще раз вам говорю, но нам пытаются какими-то плохими, грязными, Эпштейны, там, и убийства девочек там массово и так далее, ну, фактически злом представляют. И это искусственно делается, это Америке не нужно, это категорически вредит Америке. И все равно это произошло. Значит, это точно делают враги Америки. Это не делается для Америки, это делается во вред Америке. И сейчас, когда будут нам рассказывать, что мы должны там на евреев нападать, на американцев нападать, помогать там Ирану. Видите, вот зашел один вот старый провокатор, который я давно его терпел здесь, зашел и начал рассказывать о том, что все чеченцы поддерживают Иран. Я ни одного не видел, просто ни одного не видел, не слышал, никто. Вообще даже разговора на эту тему нет, понимаете?
Но он что-то увидел, и уже заброс такой, чтобы я озвучил, чтобы мы это обсудили, сказали там и так далее, и так далее. Вот для чего это делается. И будут нас в это втягивать. В это нас будут втягивать. Поэтому мы должны понимать, никакой сакральности, никакой святости, никакой человечности в войне в этой нет. Не просто вообще самой этой войне. Она сделана только лишь для того, чтобы уничтожить Америку и сделать хаос, чтобы принизить авторитет Америки и, конечно же, спасти Владимира Владимировича. Вот что они хотят сделать. Вот единственная задача. Ну и, может быть, Нетаньяху там тоже хочет стать, там, не знаю, царем Давидом или кем он там хочет стать. И вот все, что мы видим. Поэтому никто не должен в этом участвовать. Никакой святости. Даже через 10 лет, если 10 лет эта война продлится, многие погибнут, меня может не стать. Но не забывайте это. Вот этот кусок вырезайте и распространяйте, что это делается специально. И возможно, чтобы уничтожить в том числе чеченцев. Понимаете? Потому что мы являемся хранителями очень древней цивилизации. И нас хотят истребить. И на земле мир поделился на два, свет и тьма. И сидит там один иранец, там у них кто там, пропагандист, они говорят, мир поделился на две части, это его устраивает. Что вот тьма и свет, абсолютно согласен. Только тьма это этот режим, понимаете, этот режим в Иране, вот это и есть тьма. А свет это США, не сегодняшняя администрация, это нужно делить, разделять четко. А Соединенные Штаты Америки, которые являются передовым, так сказать, передовым в защите демократии, защите прав человека. И мы, чеченцы, должны понимать, вот это, как бы это странно не показалось некоторым чеченцам, хотя чеченцы хорошо знают, кем у нас никогда не было царей, и никогда не было ни тюрем, у нас никогда не было пьедесталов для героев наших, потому что мы не умеем вот этим пользоваться. И тюрем нет. Никогда у нас не было детских домов, никогда у чеченцев не было домов престарелых, никогда. Мы, чеченцы, самый культурный, самый древний народ на этой земле, запомните это. И мир, хоть мы мусульмане, мир поделен на то, что демократия, то есть когда власть принадлежит народу, вот что значит демократия. И когда она узурпирована какими-то сумасшедшими, там, религиозными сумасшедшими, националистическими сумасшедшими, неважно. Вот на два типа разделен, где одна группа управляет людьми, а другая группа, когда народ сам управляет своей судьбой. Так вот этот весь мир, и США, и эта Германия, все пришли к этой демократии. Понимаете? К тому, о чем тысячи лет, 10 тысяч, 15 тысяч лет живут чеченцы. Понимаете, в этом состоянии, в демократическом состоянии мы живем, когда чеченец свободный, и над чеченцем, кроме Всевышнего, нету никого, и никогда не было, и никогда не будет. Понимаете? И мы должны, чеченцы, понимать, кто является на стороне правды. На стороне правды являются те, кто думает о правах человека, о том, чтобы не узурпировать власть, там царь, шах, там кто у них там еще какой-то. Понимаете? Что народ управляет. Люди должны быть свободными. Личность, человеческая личность должна быть свободной. Человеческая и имущество, и личность неприкосновенны. Это мы должны четко запомнить и знать, вот и есть божественная власть, божественная сила, вот это и есть. И мы так жили тысячи лет, чеченцы. И не поддавайтесь, когда мы принимали ислам, когда чеченцы начали, Чеченская республика, чеченский народ начал принимать, я вам сейчас еще раз зачитаю, чтобы у нас не было недопонимания. Где-то в 15 веке до этого времени чеченцы, какая-то часть чеченцев перешла в христианство. И до сих пор есть бацмийцы, это христиане, это наши чеченцы. Они ничем от нас не отличаются, кроме религии, которую они исповедуют. Точнее, ту религию, которую они не приняли ислам. Они остались христианами, бацмийцы. То есть христианство уже было раньше, чем ислам. Соответственно, у нас есть бацмийцы на Грузии, они в Грузии живут, которые являются христианами.
И потом мы в 15 веке все приняли ислам. И смотрите, как мы его приняли. Как мы его приняли. Потому что это божественно, и христианство, и ислам – это божественная воля, божественное, Богом ниспосланное нам учение. И каждый раз оно обновлялось новым посланником Божьим. И вот смотрите, у нас был орган, был и долгое время существовал, Мехкел, это совет, это главный совет, государственный совет. Мехкел собирался два раза в год, а также в случае войны и стихийных бедствий. Он рассматривал только общегосударственные вопросы. Согласно преданию, одним из важных актов Мехкела, отличавшим судьбу чеченского народа, определившим судьбу чеченского народа, было решение о принятии ислама. Это 15 век, то есть 16 век, это 500 лет назад это. Но было решение о принятии ислама. Но жесткая система шариата, когда и общественная, и частная жизнь строго регламентируется сверху, моральное предписание является юридической нормой, грех и преступлением, не соответствовало древним демократическим традициям чеченского общества. Ведь частная жизнь всегда считалась у чеченцев неприкосновенной, так же, как и личная свобода и личное достоинство человека. Также неприемлемо было для чеченцев и физическое наказание, вплоть до увечий, предусмотренное шариатом. Поэтому Мехкел принял ряд решений, которыми предусмотрел сохранение чеченцами национальной идентичности. Во-первых, он отказался от применения норм шариата почти во всех сферах права, за исключением имущественного и наследственного. Все, вот эти два. Все, больше шариат, ни наказания, ни отрубания рук, ты водку пьешь, тебя бьют палкой. Этого нет. В чеченском обществе унижать человека, человеческое достоинство категорически запрещено было 1000 лет. Понимаете? И у нас есть законы, вот я вам сейчас приведу, кто это, по материалам историка Лечи Ильясова, Иванов М.А., Попов и Мамакаев М. Вот кто составлял вот этот документ. Он у меня есть в YouTube в разделе, и в Facebook есть, и в YouTube в разделе записи. Разделе записи. Ну вот смотрите, это первое. То, что имущественно и наследственно. Все, никаких украл что-то, руку отрубили, что-то сделал, это не рассматривается. У нас был свой кодекс еще со времен Хаммурапи, то есть это 3800 лет назад, то есть 1700-1800 лет до нашей эры, до Рождества Христова. То есть 3700-3800 лет назад закон Хаммурапи в Вавилоне, который выведен на черном камне, первый найденный из уголовных, так сказать, можно сказать, кодексов. Это вот именно на чем мы и жили, чеченцы. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь и так далее. Во-вторых, Мехкел решил сохранить национальные особенности чеченцев в различных сферах человеческой жизнедеятельности, что во многом определило своеобразие чеченского менталитета, в отличие от других народов, принявших ислам. Ведь многие мусульманские народы были ассимилированы арабами или в этническом, или в культурном плане. Таким образом, благодаря мудрости и дальновидности Мехкела, чеченцы, восприняв высокую духовность ислама, в образе жизни, в менталитете и культуре, сохранили свои древние демократические традиции. Это так, чтобы, я буду это время от времени напоминать, чтобы мы знали, кем мы были, и чтобы нам вот это новые веяния, которые там нас хотят использовать, нас фактически так и пользуются, чтобы мы это не принимали. Нужно изучать свою историю. Россия за последние 300 лет сделала очень много, чтобы у нас не осталось этой истории. Но благодаря тому, что враги, которые с нами воевали, знаете, очень уникальный такой момент такой появляется, неоднократно это в истории происходило, и как минимум 2 раза это произошло с чеченским народом. Во времена Урарту, это 800-й год до нашей эры, 800-е, 700-е года и до окончания Урарту,
урартийцы, хуриты из Урарту, то есть наши пра-пра и те, кто там находились, жили арамейцы и ассирийцы, это от двух братьев происходящие два народа, постоянно враждовали. И туда пришли вот эти из Кавказа пронахи, то есть наши праотцы, 40 тейпов это было. И они объединились и сказали, что мы вас защитим. И создали там вот на озере Ван, сейчас это Турция, создали Урарту. И воевали долгое время с этими ассирийцами, которые постоянно нападали, постоянно враждовали. Это была очень жестокая империя, очень жестокое государство, которое там, очень вреда много наносило. И благодаря тому, что у ассирийцев велась вся вот эта фиксация, с кем они воевали, мы узнали, что было 40 тейпов, которые пришли. Они их называют княжествами. И как, где, сколько воевали, все это, там, они все это описывают. И благодаря врагам, которые фактически потом и все-таки добили, уничтожили эту Урарту, это государство, хотя оно погибло Урарту, но не, оно было оккупировано, захвачено, но не погибла вот эта вся цивилизация, культура, которая распространялась вот этими нахами, нашими прадедами, 125, 150, например, приблизительно, 100 отцов вперед, да, 100 колен вперед, если это измерять. В коленах, чтобы чеченцу было понятнее. И вот как мы столкнулись с 1722 года с фашистской вот этой империей Россией, с тех пор Россия пытается истребить, уничтожить нас физически, духовно, культурно и, конечно, уничтожить нашу историю. Потому что когда они сами говорили, если вы знали чеченцы свою историю, вы бы от гордости там распирало бы вас от гордости. Но теперь мы знаем, и мы еще больше узнаем о нашей истории, и вся эта история вокруг нас замешана. Так что победить чеченцев невозможно при всем желании. Ростки демократии и свободы, которые дали чеченцы этому миру, они останутся навсегда. Это божественная сила, которую чеченцы распространяли на этой земле. Так вот, был такой ученый, историк, очень уважаемый, признаваемый на Западе, русский ученый, Дьяконов. Так вот, этот Дьяконов начал изучать Урарту, Митанию, государство, которое было до Урарту, тоже теми же людьми, вот из теми же с Кавказа, пронахами созданное. Кстати говоря, Персидская империя, которая появилась после того, как Урарту было захвачено этими же персами и ассирийцами, ассирийцы тоже канули в лету, но потом персы вышли на сцену историческую, и они на этом месте, пользуясь наукой, пользуясь нравственностью, пользуясь всеми знаниями, которые были у урартийцев, они на этом основании создали свою великую Персидскую империю. И очень успешную, кстати говоря, очень развитую на тот период времени она появилась. Но она была создана в том числе на том пепелище, на котором они вот захватили вот эту территорию. И создали Армению, да, она называлась в честь арамейцев, Армения она тогда называлась. Потом она была переименована уже в наше позднее время Армению. Так вот, пока Россия 300 лет истребляла чеченский народ, Дьяконов жил, по-моему, в советское время, и он изучал эту историю, и так получилось, пока его страна уничтожала под корень вот недавнюю чеченскую историю, да, не заходя там к Иерусалим, те же самые пронахи строили, вот вся вот эта территория, которая вот сейчас война начинается, это все там, где были чеченский след, так сказать, который так русские боялись. Вот этот чеченский след принес очень большую цивилизацию в этом мире. И пока они уничтожали вот эту историю у нас уже на Кавказе, депортировали нас, чтобы уехать, и 13 лет, ни один день уничтожения исторических артефактов на территории Чечено-Ингушетии не прекращался ни один день. Разрушались башни, кладбища, могилы, все подчистую, все переименовывалось, все менялось, чтобы даже если кто-то вернется из чеченцев, чтобы не на что было возвращаться.
И какова же вот воля Божья, да, судьба такая, которая так распорядилась, что пока они уничтожали вот нас на нашей земле, появился ученый, который не знал, что это чеченцы. Он изучал просто хуритов, которых ассирийцы называли хуритами, и поэтому в мире так принято сейчас это название хуриты, потому что они все фиксировали. И раскопал, что на чеченском, ингушском и бацбийском языках, ну то есть нохчий язык, это один нохчий язык, можно расшифровать клинопись вот этих хуритов. Фактически, он, пока они уничтожали нас, он выявил еще просто, не просто 200-300 лет назад то, что было, а то, что было, это получается 800 год, 700 год до нашей эры, то есть 2800, 3000, даже 4000 лет назад некоторые немецкие ученые рассказывают, и про 6000 лет назад, что именно у нас с Кавказа и в Китай, и в Европу, и в Азию, и вот на Ближний Восток, везде разошлись эти люди, которые имели высокую нравственность, и самая большая их заслуга была, у нас до сих пор у чеченцев есть, когда мы говорим, когда чеченец дает слово, под него давали табун лошадей, под слово чеченца давали табун лошадей. Это если сейчас вспомнить, да, ну, табун лошадей, ну сколько, 100 лошадей может быть, да, в табуне. Ну, сколько может стоить там лошадь, да, сколько, 10 тысяч долларов она может, ну, простая какая-нибудь, недорогая, там, может быть, $1000, допустим, стоит, да? Но это уже там 100 тысяч долларов или $1 миллион, да, под это. Но мы говорим о вещах, которые были 3-4 тысячи, 5-6 тысяч лет назад, когда люди не умели управлять лошадьми. Да, они их ловили, где-то там пытались использовать, но вот массового коневодства не было. И это коневодство принесли вот эти те самые хуриты, которых называют хуритами, и которые говорили на нашем сегодняшнем чеченском, ингушском, бацбийском языках. На нашем нохчи языке они говорили. Потому что другого языка нет в этой истории. Понимаете? И тогда за одно слово чеченца, тогда, когда лошади, вот эти колесницы они придумали, сельское хозяйство, обрабатывание земли они придумали, орошение земли они придумали, архитектурное строительство особое есть. И в Мюнхене вы можете найти похожие, и в Китае можете найти, и в Иерусалиме можете найти, и на озере Ван, в нынешней Турции, и во всех этих местах вы можете найти то, что есть на Кавказе сегодня, что русским не удалось уничтожить. Так вот, тогда под их слово давали табун лошадей. То есть тогда лошадь это была, ну, как минимум $1 миллион. Это как сегодня можно оценить, а не $1000, не 10 тысяч долларов. Понимаете? И я пытаюсь понять, а мне важно понять мировоззрение и нравственность этих людей. Потому что любое государство и развитие происходит только если оно построено на божественное начало, на справедливости. Почему США стали такими? Потому что они построены на божественных началах. Почему СССР был людоедским и канул в лето через 75 лет? Потому что был построен на вот этом всем, понимаете? И вот исходя вот из этого все, я пришел к тому, что эти люди не лгали вообще. Просто они не знали слова, что такое ложь. Понимаете? Они вино употребляли, там у них, они принесли вот это вино в ту же Италию, например. Мы, чеченцы, там плохо про алкоголь, туда-сюда говорим. Но вот эту плохую привычку, вредную привычку, скорее всего, распространили наши прадеды, короче говоря. Вот такая вот интересная вещь. Поэтому я призываю, если мы, чеченцы, хотим вновь стать кем мы есть, вернуться к нашим основам, нужно не лгать, говорить правду. Только правду и ничего, кроме правды. Вот что самое главное. Потому что в нравственной человечности только в этом есть божественная сила. И только божественная сила может сделать Америку где-то из-за океана самой могущественной страной в мире. И эта же нравственность или безнравственность, она может ее уронить так, что очень долго придется в себя приходить.
Запомните, подумайте об этом. На этом, друзья, я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине, все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Оэль. Всего хорошего, друзья. До свидания. До завтра. Завтра у нас стрим с Аядом и Диговым. Не пропустите. 19:00 по Берлину.